Время актуального интервью. Результаты получены в ходе уникального совместного проекта СВФУ и компании «Синет» «Дом под куполом» могут лечь в основу строительства новых типов поселков в Якутии. Семья, принимавшая участие в эксперименте, благополучно перезимовала в этом уникальном доме. Какие предварительные результаты получили в ходе испытаний? Что предстоит еще выяснить? И можно ли подобный дом построить самостоятельно? Об этих и других подробностях интересного эксперимента мы поговорим с директором испытательного полигона СВФУ, а также кандидатом технических наук Иваном Ноевым и доцентом медицинского института и кандидатом медицинских наук Еленой Поповой. Иван Иванович, Елена Капитоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Предварительные данные, полученные с начала эксперимента, какие они? Обнадеживающие или нет? Здесь эксперимент у нас длится 3 месяца полных. Какие-либо результаты озвучивать еще пока рано. Основные результаты будут в конце 2020 года. Но по 3 месяцам у нас результаты обнадеживающие. Семья, которая живет в нашем доме под куполом, благополучно перезимовала, как вы сказали, и чувствует себя очень хорошо. Но здесь эксперимент, конечно, у нас совместный, это междисциплинарный. Специалисты, ученые Северо-Восточного федерального университета участвуют в этом проекте. Это по строительной части, по конструкции, по медицине, по физико-техническим условиям существования дома под куполом и метеоусловия. Но уникальные метеостанции, которые у нас, мы которые купили, работают сейчас в данное время, характеристики очень хорошие, обнадеживающие, и мы пока по этим результатам уже кое-что можем говорить. То есть ученые, специалисты практически всех направлений смогли там провести те или иные свои испытания? Да, которые планировали, все они участвовали. Елена Капитоновна, говоря о медицинской стороне этого вопроса, какое самочувствие было у подопечных, которые участвовали в эксперименте, и что можно сказать об этих куполах, как они влияют на здоровье человека, благополучно ли, как зимой себя чувствуют люди? Здравствуйте, во-первых. Я, хотела бы что сказать. Данная семья, которая проживает в настоящее время в доме под куполом, Виталий и Регина, они, во-первых, были выбраны из более чем 50 семей, заявки, которые были поданы на кастинг проживания. Хотела бы отметить, что заявки были поданы не только жителями нашей республики, но и за пределами. Из данного кастинга, конечно, были отобраны 5 семей. В последующем совместно с нашими коллегами из Института психологии была, в общем-то, выбрана данная семья, которая в настоящее время проживает. Конечно же, мы провели предварительное обследование. Данная семья сразу была взята по медицинское наблюдение сотрудниками медицинского института, клиники медицинского института нашего университета. И в последующем мы регулярно с ними встречаемся, наблюдаем за ними, как они проживают. Если сказать о вопросе, как протекает жизнь семьи под куполом, здесь вначале я бы, наверное, хотела бы несколько слов сказать о адаптации. Что такое адаптация вообще? Адаптация в переводе с латинского языка это означает как приспособление человеческого организма к изменяемым условиям жизни проживания в окружающей среде. Процесс поддержания и сохранения всех функциональных систем организма и в целом, конечно же, всей работоспособности организма. И здесь, конечно, нам интересно, какие будут изменения, в каких аспектах мы можем увидеть изменения приспособительных этих систем организма. А за прошедшие 3 месяца можно ли сказать, что организм человека приспособился к этим условиям? Или 3 месяца пока все еще рано делать какие-то выводы? Нет, конечно, рано, потому что пока процесс сравнительного анализа, он еще и в процессе находится, и только к концу проекта мы можем, в общем-то, дать. Потому что сейчас идет весна,
время, значит, когда у нас большая солнечная инсоляция, длинный солнечный день после длительной зимы и отражающий от снега. И когда люди проживают вот в таком куполе, где больше всего света происходит, это, конечно, на сегодняшний день это один из основных этапов изучения. Иван Иванович, тогда к вам вопрос тоже по теме результатов. Изначально, что предстояло выяснить этим экспериментом и какие конкретно результаты удалось получить и соотносятся ли они между собой? Да, ну здесь можно отметить, что у нас и проект называется, да, это купольные технологии в криотозоне или условиях вечной мерзлоты или условиях холодного климата. Здесь, значит, можно говорить о работе климатологов, это, значит, работа, значит, датчиков наших, да, которые расположены внутри помещения, датчики, которые расположены вне помещения, это, значит, на территории, значит, нашего технического центра или дома под куполом. И здесь данные, которые снимаются, они регулярно, значит, проверяются, заносятся, и у них сейчас в данное время очень интересные данные появляются, да, по гистограмме, по тем, значит, наблюдениям, которые вели за эти 3 месяца. Но здесь еще предстоит нам, да, значит, на эти датчики адаптировать, допустим, да, какие исследования были до этого у нас по вечной мерзлоте. Но основные вопросы, которые мы хотели бы узнать, здесь влияние купольных технологий на криотозону, то есть на вечную мерзлоту. Если 3 месяца – это очень малый срок, поэтому здесь результаты могут быть даже, значит, появиться спустя 5, 6, 10 лет, даже 12 лет. И здесь мы пока никаких изменений, допустим, да, кардинальных не видим. Но те, значит, технологии, которые раньше были в мире вообще, да, это купольные дома. Наверняка все, значит, следите, значит, за этими технологиями. В интернете их много очень, да, разновидностей этих домов. Но у нас дом уникален тем, что наш технический центр, который уже 2-й год используется, мы приспособили под куполом, да, проект под куполом. Это у нас, поскольку испытательный полигон универсальный полигон, поэтому мы можем здесь даже технологии сельскохозяйственного производства, да, и другие виды технологий на нашей территории, значит, попробовать, да, экспериментировать. Это уникальная, значит, наша лабораторная университетская база, в которой мы можем дальше уже вести практику студентам. Ну, много чего мы еще хотим, да, мечтаем. И в этом тоже призываем наших исследователей, ученых университета и республики, да, кто хочет, желает, значит, с нами сотрудничать, пожалуйста. У нас в данное время, значит, купольными технологиями даже начали интересоваться те, значит, специалисты, которые работают в технике, технологии, да, это испытатели шин, допустим, да, испытатели автомобилей и так далее. Поэтому вот, как бы вот наш проект, который сфокусирован, да, в Кангаласах, это территория опережающего развития. Мы там даже в этом доме под куполом впервые испытываем уникальный, да, твердотепленный котел «Левснер». Это наши якутские ребята, завод якутский, который расположен на территории ТОР, у нас успешно работает в таких условиях. Поэтому я хочу сказать перспективу нашего проекта. И не только вот наши вот первые опыты, дальше будем расширять, я так думаю, да. И какие проекты появятся, мы еще посмотрим. Дальше какие будут выдвигаться, да, условия. И эти результаты будут, конечно, уникальными. Иван Иванович, вы несколько раз сказали слово «уникальный». Дело в том, что подобные куполы делались еще в советское время. Также и наши зарубежные коллеги производят такую технологию. На что опирались, когда создавали дом под куполом у нас здесь, в Якутии? Какой он имеет аналог и чем отличается от вышеупомянутых уже домов под куполом? Да.
Ну, здесь можно упомянуть, значит, у нас в республике тоже такой пример был, да, но он широко не обсуждался раньше, да, и средства массовой информации и так далее. Но писали, и конечная цель, значит, использования этих домов, это, конечно, для человека, для адаптации, для того, чтобы облегчить жизнь человека на севере. И в этом плане можно остановиться на примере норвежской семьи, которая на севере Норвегии построили, значит, дом под куполом уникальный, двухэтажный, да. Но по площади он, значит, больше, двухэтажный дом, да, 180-160 квадратных метров. У нас 126 квадратных метров, значит, двумя боксами гаража у нас, да, для проживания, для такого, значит, комфортного проживания. Поэтому все условия здесь соблюдены, но впервые, да, на северо-востоке, на зоне вечной мерзлоты, мы, значит, по, допустим, желанию нашего заказчика, это Синет Групп, значит, решили, ну, построить, допустим, да, на нашем техническом центре такой, допустим, купол, современный купол, да, и как она дальше будет вести себя и так далее, это наша задача, как влиять на вечную мерзлоту, и мы будем уже как бы на этом и операции и дальше продвигать наши идеи, идеи наших заказчиков, допустим, да, и наших ученых, исследователей. Елена Капитоновна, тогда вопрос к вам. Как сами участники отзывались о этом эксперименте, отзывались о своем самочувствии? Ну, во-первых, надо сказать, что семья – это молодых людей. Значит, они отзываются достаточно положительно о своем проживании, им нравится. Ну, хочу, во-первых, что сказать. Вот, когда мы пригласили Виталия через месяц после начала проекта, и он к нам заглянул в кабинет, честно говоря, мы не сразу признали в нем нашего участника проекта, потому что заглянул к нам уже совершенно как будто бы изменившийся молодой человек. В каком плане? Во-первых, постройневший, с улыбкой на лице, значит, таким взглядом таким озорным, как бы с румянцем на лице. Мы даже не в первую секунду узнали в нем нашего Виталия. И что еще хочу сказать, что, конечно же, им, наверное, нравится, потому что, так как это мы встречались накануне Нового года, он нам показывал свои фотографии, которые, дом, который и купол, они украсили новогодними гирляндами. Я сама, к сожалению, вживую это не видела, но на фотографии это все казалось достаточно сказочно. И, ну, это, наверное, тот факт, который говорит о том, что людям действительно там было комфортно, и, хорошо, за счет того, что вот они вот даже свой дом и купол даже украсили. Ну, далее могу сказать, что жизнь, наверное, под куполом, вот в продолжении этого вопроса, я думаю, наверное, достаточно им хорошо в том плане, что когда на улице минус 50, температура измерения показывала Виталием, который он измерял под куполом, это в районе 35-36 градусов было. При этом надо отметить, что здесь нету ветра, нету снега, и территория между домом и куполом это примерно около 3 метров. Я думаю, очень приятно, когда можешь иметь возможность выйти на улицу, прогуляться, когда тебе, как говорится, в лицо не ударяет холодный воздух. Вполне это очень даже, я думаю, комфортно. Наверное, самый главный вопрос, который интересует в частности наших телезрителей: можно ли самостоятельно построить подобное сооружение? Дело в том, что этот проект так или иначе имеет довольно большую материальную базу и поддержку для изучений. Обычный гражданин самостоятельно сможет сделать такой проект или нет? Да, конечно, это зависит от того человека, который об этом задумался, допустим, да, и решил построить. Конечно, могут построить. Да, сейчас современных материалов очень много, но надо, чтобы она была проветриваемая, допустим, да, экологически чистая, из современных материалов, и она как бы отвечала всем условиям жизни человека. Так ведь, да? Если он решил, должен его обязательно сделать благоустроенным, хорошим, даже чтобы были рядом животные, да, чтобы растения, значит, были
И в этом плане я думаю, что вот сейчас в современных условиях можно найти, допустим, да, каким образом это сделать. Очень много об этом пишут. У нас наш эксперимент, значит, уже протекает 3 месяца, да, полных. И мы думаем, чем дальше, тем интереснее будет. В случае успешного завершения эксперимента, когда и кем будет принято решение о перспективности проекта и где могут появиться поселки с подобными домами? Да, здесь я хочу отметить, что наш заказчик, Синет Групп, это они попросили, они желали, они мечтали, значит, осуществить свой проект, значит, дом под куполом или купольные технологии. Она имеет, конечно, перспективу, и расширение от них зависит, от нашего заказчика. Но, конечно, его мечты, его желания, значит, конечно, они генерируются от результатов нашего эксперимента. Поэтому мы надеемся, чтобы наш эксперимент был чистым, допустим, экологичным, чтобы она служила людям, допустим, да, это наш пример. И на нашем примере можно, конечно, там дальше расширять проект, допустим, да. На северо-востоке, поскольку я знаю, такой уникальный эксперимент впервые ставится. И наша территория, это, территория республики, это уникальная лаборатория, которую мы локализовали, допустим, да, все желания техники, науки, чтобы быстрее это осуществить, да, и чтобы оно служило людям, чтобы они взяли пример и дальше продвигали нашу идею. Конечно, это зависит от заказчика. А другие страны интересуются этим проектом? Да, сейчас же у нас много бывает корреспондентов, значит, различные издательства, журналы, они приезжают, знакомятся, во-первых, работой нашего испытательного полигона, как ведутся работы испытания машин, техники, технологий, и заодно удивляются, да, увидев наш технический центр под куполом, что это такое и так далее. Мы где-то это видели, слышали, оказывается, это у вас, этот дом находится, мы этого не знали. Ну, такие случаи тоже бывали. Поэтому я думаю, значит, любой специалист, который занимается, да, вот, вопросами Арктики, технологий, обязательно должны обращать внимание на наш дом, на наши технологии, на наши условия. Хотя мы живем в таком суровом крае, но мы должны это ну, повернуть на службу человеку, чтобы они продвигали идеи, чтобы они пользовались, особенно наших северных, допустим, да, улусов, которые очень, у них холодно, да, ветрено, морозно, можно такие технологии успешно использовать. Охотникам, рыбакам. Вот в продолжении Ивана Ивановича я бы хотела сказать, как вот проживает данная семья. Значит, мы проводим ведь не только медицинское исследование, но мы проводим еще и научные исследования по качеству жизни и качеству сна жильцов, которые проживают в данном доме. И хотела бы отметить, что был такой момент у жильцов, когда в январские холодные дни значит, нам звонит Виталий и говорит, что у меня есть небольшие недомогания. Мы ему говорим, чаще нужно открывать, проветривать помещение. Я не думаю, что мы, жильцы, как бы в холодное время года часто проветриваем. Значит, это говорит о том, что в доме тепло, комфортно и нужно воздухообмен чаще проводить. Лена Капитоновна, Иван Иванович, спасибо вам огромное за беседу, что уделили время. О проекте «Дом под куполом» мы сегодня говорили с директором испытательного полигона СВФУ Иваном Ноевым и доцентом медицинского института Еленой Поповой.